Воскресный день для жителей и гостей столицы республики выдался насыщенным. Православные люди отметили праздник входа Господня в Иерусалим, вербное воскресенье, которое традиционно наступает за неделю до Пасхи и предверяет собой Страстную неделю, воспоминания о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа. В этом году вербное воскресенье совпало с республиканским днем Отца и городским праздником провода зимы. Горожане от мала до велика вышли проводить холодную зиму этого года. Все с нетерпением ждут прихода весны. По доброй традиции артисты Русского драматического театра разыграли на сцене масленичные гуляния «Встречай весну и Якутск». Центральным событием праздника стала церемония встречи ямщицкой кавалькады участников исторической реконструкции в честь 275-летия становления Иркутско-Якутского почтового тракта. Участники проекта стартовали в Иркутске 14 марта и проехали на лошадях 2744 километра по всем 126 почтовым станциям. 18 дней эта почта проходила по этому тракту, по следам государевых ямщиков. И мы сегодня его успешно встретили здесь, в Якутске, на Зеленом лугу. Почта прибыла со Старой Табаги, как по накатанному маршруту, который был 100 лет, 200 лет назад. Но в Якутске есть значит, задумки восстановить конный двор, почтовую станцию с залогом, как она была в старину. И постоянно действующий маршрут до Старой Табаги на лошадях, на оленях, на собаках, на быках, чтобы люди сели здесь в Якутске, значит, на сани, кошовку красивую, упряжь, значит, с поддужным колокольчиком и промчались до Табаги. Для участия в торжествах по случаю 275-летия Иркутско-Якутского почтового тракта прибыла делегация Иркутской области. Жителей и гостей Якутска поприветствовал заместитель председателя законодательного собрания Иркутской области Кузьма Алдаров. Проект для Иркутска очень важен. Его поддержало правительство, губернатор Иркутской области, его поддержало законодательное собрание. И буквально в прошлом году мы оказали содействие проведению экспедиции, которая впервые прошла по маршруту Иркутск-Якутск. Включились 8 муниципальных образований нашей Иркутской области. И на самом деле мы всколыхнули тот пласт, который, в принципе, до этого мало кто трогал. В некоторых деревнях нашли дедушек, бабушек, которые помнили, что они были в семье вот этих почтовых ямщиков. Вот, помнят, как они встречали этих лошадей, кормили их, перегружали товары и снова отправляли и так далее. То есть это все, в общем-то, сегодня достаточно интересно исследовано. Более того, я скажу, что наши историки в музее непосредственно начали поднимать архивы, связанные с формированием и функционированием этой почтового тракта непосредственно. Я думаю, что этот проект очень важный, интересный. Самое главное, он объединяет наши народы, жители, которые живут по реке Лена. И, наверное, это все создает такое единство нашей российской нации, делает нас сильнее. Торжественная часть завершилась награждением победителей 6-го республиканского чемпионата ралли-рейда «Полюс холода» на призы главы городского округа город Якутск. Праздничное настроение на проводах зимы также создавали народный коллектив «Раздолье», молодежный ансамбль потомков государственных ямщиков «Ямская гармонь» и другие музыкальные коллективы. Венцом концертной программы стал большой ямщицкий хоровод. По-весеннему яркое солнце и легкий мороз располагали к активному времяпровождению. Кроме традиционных состязаний, таких как «Залезть на столб», организаторы провели для пап конкурс «Веселый дровосек», командный конкурс лесорубов, вербное воскресенье, День Отца и проводы зимы. Тройной праздничный день для жителей Якутска.